Немного отвлекитесь от своих забот. Это реальная жизнь. От водки к водке. Каждые 5 лет. В юбилей Великой Победы. Я в футболке. А вот сейчас ставьте лайк. Привет! Это видео не про новости, а про нас с вами. Здесь я советую, на что стоит обратить внимание на этой неделе, а также рекомендую акции и программы, где вы можете поучаствовать лично. И прямо сейчас вы можете поддержать это видео самой твердой валютой, которая только осталась в наше непростое время. Ставьте лайк. Я Павел Андреев, и это 3-й выпуск ТОП-7. Сегодня 9 мая, день, важность которого очень трудно переоценить. В этом году традиционного парада на Красной площади не будет. Эту площадку успел забронировать главный хедлайнер 2020 года – коронавирус. Может быть, это даже хорошо. За брутальностью машин из бронированного металла и блеском нечищенных сапог забывается самое главное – смотреть на технику, главная задача которой – воевать. В честь дня, когда война закончилась, мне всегда казалось как минимум нелогичным занятием. Согласитесь, было бы странно вместо хирурга, который спас вашу жизнь, благодарить скальпель. Главные герои этого дня – ветераны, про которых, как полагается в начале мая, все внезапно вспомнили. И даже поздравляют. Вот таким образом. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комменты. Кстати, авиапарад и салют все-таки будут. Для этого даже тучи разгонят. Но смотреть на все это нам предлагают из окон своих квартир и по телевизору. Если честно, я бы посоветовал почитать книгу Николая Никулина «Воспоминания о войне» или пересмотреть «Иди и смотри», чтобы за внешним лоском современных парадов не забыть главное. Война – это смерть и страдания, а не георгиевские ленточки и надписи «Можем повторить» на задних стеклах автомобилей. С Днем Победы! Цитирую классика российской спортивной журналистики. Сегодня я в футболке в поддержку фигурантов дела сети. И это не случайно. Отряд готов к штурму. Прием. Приступайте к штурму. На нашем сайте 7 на 7 вышла новая статья Екатерины и Евгения Малышевых из Пензы. Они следили за делом сети с самого начала. 3 года без ответа. По ссылке в описании вы найдете материал, в котором авторы пытаются ответить на главные вопросы про дело сети и куда пропала молодая пара в апреле 2017 года. Похищение, пытки, убийства. Это звучало бы круто, если бы я анонсировал новый фильм или сериал, но, увы, это реальная жизнь. И в наших силах сделать так, чтобы страданий стало меньше. Для начала прочитайте материал и составьте свое мнение. Также в описании к видео мы оставим ссылку на большой документальный фильм о деле сети. Вдруг вы его еще не смотрели. А вот сейчас я и правда анонсирую вам новый сериал. Виктор Павлович Лебедев, врач-психиатр, лектор и научный журналист. В Петрозаводске все привыкли видеть его умным и слушать со сцены его шутки. Но что скрывает его прошлое? Непростое детство, потеря близких и любимых людей. Как психиатрам самим удается не сойти с ума. «Доктор Палыч» – еще один из сериалов в проекте «Какого будущего?». Если психологический климат на карантине начал ухудшаться, переезжайте, а точнее переходите по ссылке в описании и хотя бы немного отвлекитесь от своих забот. Блогер Михаил Казанцев выложил на своем YouTube часовое видео с интригующим названием «От водки к водке». Вместе с журналистом Валерием Черницыным они решили дать свой ответ пандемии и обсудить события в России и мире, параллельно дегустируя 10 видов водки. Пора бы нам уничтожить вот эти вот запасы, которые благодаря нынешней весне накопились. Особенно актуальны, и они производят колоссальное впечатление, Вот. не стану скрывать. Ну, уничтожать мы решили не просто так, а, Со смыслом. да, творчески, так сказать. Творчески. Получилось что-то вроде сыктывкарского ремейка на фильм «Маяк». Что я и говорю? Посмотреть советую и то, и другое. А теперь полезная информация для блогеров, журналистов и медиаактивистов. Если вы давно хотели запустить свой собственный видеоканал или получить поддержку на собственный медиапроект, сейчас самое время. Meta Media Lab готова поддержать вас. У них есть 30 микрогрантов до 300 тысяч рублей каждый.
Инициатива прекрасная, но действовать нужно быстро. Дедлайн первой серии заявок уже завтра. Затем будет следующая, 1 июня. Торопитесь. Можете заполнить заявку прямо сейчас. Главное потом, вернитесь досмотреть это видео. 6 мая на нашем сайте появилась очень полезная статья от Пензенского благотворительного фонда «Гражданский союз». Как и зачем некоммерческим организациям создавать целевой капитал во время кризиса? Информация – самый ценный ресурс в наше время. Если этот материал окажется для вас полезен, отблагодарите фонд. Донатом, купите сувенир или станьте волонтером. Вы знаете, где искать ссылку. Каждый день правозащитники и адвокаты получают из разных регионов России сообщения от заключенных и их родственников. Здоровье людей, которые находятся в тюрьмах и СИЗО, ухудшается. Частично улучшить ситуацию с коронавирусом в тюрьмах могла бы амнистия, но в этом году Госдума не планирует ее объявлять. Хотя, начиная с 1995 года, амнистия проводилась каждые 5 лет в юбилей Великой Победы. Тут, видимо, не можем повторить. Если вам новости про тюрьмы и СИЗО кажутся далекими, давайте обсудим конкретный пример. Историк Юрий Дмитриев уже более 3 лет находится в Петрозаводском СИЗО. А ведь еще в 2018 году его оправдал суд первой инстанции. Сейчас адвокаты требовали изменить меру пресечения, потому что краеведу 64 года, и он находится в группе риска. Пару месяцев назад Дмитриев уже перенес тяжелое простудное заболевание. Но Верховный суд Карелии отказался отпустить его из-под стражи. А у 2 человек, находящихся в этом же СИЗО, уже диагностировали коронавирус. На сайте 7 на 7 вы найдете множество статей о Дмитриеве и познакомитесь с его историей подробнее. Мы будем продолжать следить за его делом и здоровьем. Вот такой получилась эта неделя. Если вы хотите обсудить темы или предложить свои для следующего выпуска ТОП-7, добро пожаловать в комментарии. С вами был Павел Андреев. Сделаем Россию горизонтальной.